Министр строительства и ЖКХ России Рек Файзуллин положительно оценил результаты работы в целом по реализации отраслевых нацпроектов в регионе. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в республике благоустроено 120 территорий. Одним из следующих проектов может стать набережная реки Сысола в Сыктывкаре. Большей частью мы нацелены на реализацию в будущем общественных пространств. Мы сегодня посмотрели набережную реки, которая требует, в общем-то, немалых средств для того, чтобы получить изюминку для столицы Республики Коми. И совместно в этом направлении будем работать. Значит, сегодня два проекта у вас являются победителями. Это Ухта и Сосногорск. На следующий год будет реализовывать проект. Но с учетом тех изменений, которые мы внесли в правила этого конкурса, Сыктывкар тоже может податься, значит, в этот конкурс. Я считаю, что вот ваша набережная, наверное, ее, значит, надо прорабатывать и вместе с нами в этой части проработать. В регионе за 11 месяцев этого года введено более 180 тысяч квадратных метров жилья. Большая часть – это индивидуальное строительство. По проекту «Чистая вода» строятся водоочистные сооружения в Ухте. Мы видим хорошие результаты по 2023 году. За 11 месяцев построено больше жилья, чем в прошлом году, и введено в эксплуатацию. Практически там и по ИЖС, и по многоквартирному жилью, то есть республика планы выполняет. Мы видим, что увеличилось количество ипотечных кредитов на территории республики. Практически на 51% больше, чем в предыдущий период. Льготная ипотека действует у нас, коллеги, до июля следующего года. Сейчас внесены изменения в закон о комплексном развитии территорий. Благодаря дополнениям регионы смогут модернизировать территории. Территории комплексного развития уже есть в микрорайоне Орбита и в Ильгарте с потенциалом к расширению. Отметил работу региона по переселению из аварийного жилья и большой объем капитального ремонта. И Рек Файзуллин отметил, что жителям также нужно активно участвовать во всех программах. Здесь мы тоже с вами вместе идем с опережением, и уже 6,3 тысячи человек переселено на текущий период. Это фактически 179% от плана. Значит, и я надеюсь, что мы 2024 годом эту программу, которая до 1 января 2017, значит, мы ее завершим. Поэтому здесь, конечно, задача такая совместная стоит. Большой объем капитального ремонта проведен в регионе. 271 многоквартирный дом, в которых 34 тысячи человек проживает. Это тоже действительно, значит, модернизация. Особую благодарность министр выразил главе Коми и правительству за значительную помощь подшефному городу Ровеньки. Работы ведутся на 32 объектах. Это социальные, коммунальные объекты, жилищный фонд. В свою очередь глава Коми подчеркнул, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с дефицитом бюджета и трудности в строительной отрасли, республика выполняет взятые на себя обязательства. Активно проектируем и строим детские сады, школы, больницы, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, другие социально важные объекты. Ну вот для примера, только в конце года мы сразу создаем 3 больших физкультурно-оздоровительных комплекса в селе Обьячево, в городе Ухта, в поселке Троицкий-Печорский. Новый, тоже не менее долгожданный лечебный корпус в селе Усть-Цильма. Многофункциональный социокультурный центр в селе Пашга Сыктывдинского района, тоже с историей. Изначально стройка началась аж в 2017 году. Ну вот, слава богу, сейчас заканчиваем. В Коми начали строить быстро возводимые дома в труднодоступных населенных пунктах для медиков. Это помогает решить кадровый вопрос. Дома передаются в пользование на 10 лет, затем в собственность. В следующем году появится еще 30 таких домов. Вместе с тем есть вопросы, которые республика не сможет решить без помощи федерального центра. Мной были направлены обращения на президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
по отдельным вопросам поддержки. Это реконструкция здания Республиканского академического театра оперы и балета, а также реконструкция системы водоснабжения в городах Энтай и города Воркута, где, в общем, существующий водовод 70-х годов прошлого столетия на поверхности. Причем самое сложное это в том, что это несколько уровней подъема, перекачки. Один из острых вопросов – переселение граждан, проживающих в районах Крайнего Севера. В очереди 17 тысяч семей, половина – пенсионеры и инвалиды. В этом году по федеральной программе по переселению сертификаты получили 129 семей. Этот вопрос начали решать на федеральном уровне после обращения к президенту. Дополнительно, совместно с компанией «Воркута-Уголь» республика реализует проект по строительству коттеджного поселка под Сыктывкаром для переселенцев с Крайнего Севера. В ходе личной встречи глава Республики Коми Владимир Уйба поблагодарил министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина за внимание к нашему региону.